Не все участники ингушского дела обрели свободу. Зубер Хамхоев, Зелимхан Бабхоев и Гилани Барахоев больше не в тюрьме, но продлен арест Зарифе Саутиевой, Малсагу Ужахову, Багаудину Хаутиеву и Ахмеду Барахоеву. Не все проходит бесследно. Экс-премьер Ингушетии Руслан Гагиев стал фигурантом уголовного дела по превышению должностных полномочий. Люди пишут письма большому начальству. Медработники – Владимиру Путину, а родители учеников – Калиматову. 17 июня из мест лишения свободы освободился житель Ингушетии Зубер Хамхоев. Он был задержан 21 апреля 2019 года. Его история печально известна тем, что участие в памятном митинге в Магасе он не принимал, пришел туда, чтобы успокоить собравшихся, но, несмотря на добровольную явку в полицию, был задержан, а затем обвинен в нападении в ходе митинга на сразу 3 сотрудников Росгвардии. Засекреченные свидетели дали необходимые показания. «Я адекватный человек, и меру ответственности прекрасно осознавал. Забрал брата, и мы ушли с митинга. Я 100% не прикасался ни к росгвардейцам, ни к их обмундированию», — говорил Хамхоев на суде. 19 июня на свободу вышли Зелимхан Бабхоев и Гилани Барахоев. Они, активные участники митинга, тоже были осуждены за применение насилия по отношению к представителям власти. В СИЗО под стражей еще остаются такие ингушские активисты, как Зарифа Саутиева, Малсак Ужахов, Багаудин Халытиев и Ахмед Барахоев. Им всем в течение минувшей недели судебная система продлила сроки содержания под стражей. Зарифе Саутиевой – до 12 июня, Багаудину Хаутиеву – до 22 сентября, а Малсагу Ужахову и Ахмеду Барахоеву – до 24 сентября. Судьи, удовлетворяя ходатайство следствия, соглашались с тем, что ингушские активисты представляют собой опасность, могут скрыться от следствия и суда. А также, в случае, если им изменят меру пресечения, они могут затянуть процедуру изучения материалов уголовного дела. В то же время защита Саутиевой считает, что следствие искусственно затягивает ознакомление политической заключенной с уголовным делом, а также, перемещая ее в Ессентукский городской суд из Нальчика, подвергает ее жизни и здоровью опасности. Руслан Гагиев, экс-премьер-министр Ингушетии, хоть и не участвовал в митинге в Магасе, но тоже под следствием. Следственный комитет России подозревает его в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно передал в безвозмездное пользование на 49 лет мясомолочный комплекс, который был построен в 2014 году в селе Сагопши за государственные 804 миллиона рублей. Следствие идет, документы собираются, о мере пресечения, избранной подозреваемому экс-премьер-министру, ничего не известно. В понедельник в социальных сетях появилось видеообращение медиков Центральной поликлиники Сунжинского района Ингушетии, куда входят ФАПы и амбулаторное звено, к президенту России Владимиру Путину. Они просят гаранта Конституции обратить на них внимание, так как порядка 50 врачей и медсестер, занимавшихся сбором биоматериала, а также лечением больных коронавирусной инфекцией, остались без обещанных Путиным денежных надбавок. Медработники в своем обращении напомнили, что являются первичным звеном, и все обращения больных, в том числе COVID-19, проходят через них. С первого дня коронавирусного карантина были созданы выездные бригады, которые выезжали к людям, которые жаловались на температуру, недомогание, многих привозили в поликлинику. Делали больным уколы на дом. За день доходило до 30 вызовов даже в самых маленьких населенных пунктах. И что в итоге? Нас включили всего лишь в возможную группу риска. Врачам за 3 месяца выплатили стимулирующих по 17 тысяч, а медсестрам – 9 тысяч рублей. Столько же узким специалистам, которые вообще не контактировали с больными коронавирусом. При этом врачам стационаров и скорой помощи выдали положенные надбавки в 50-80 тысяч, рассказывает собеседник Фортанге. В прокуратуре республики и Следственном управлении Следственного комитета по республике Ингушетия, куда обращались медики, им заявили, что так как они не работали в красной зоне больниц и не работали с опасными пациентами, то и доплаты по 484 постановлению правительства России им не положены. Но как же так, если мы выезжали вслед за скорой помощью, использовали средства защиты, через нас прошло много пациентов с инфекцией и пневмонией? Тогда прокуроры и следователи ответили, что формально стимулирующие выплаты по 484 постановлению нам положены, но произошла нормативная ошибка. И что они посоветовали? Обращаться в правительство России.
Возмущался медик. Фортанга следит за развитием событий. Махмуд Али Калиматова просит вмешаться в вопрос ремонта школьных крыш. Обращение за подписью родителей учеников школ Назрани и Назрановского района озвучено в социальных сетях и СМИ. Наравне с жилыми домами серьезно пострадали школы. Во многих из них сорваны крыши, затоплены классы, свалены заборы. Прошло 2 недели, но к восстановительным работам, как заявляют местные жители, власти даже не приступили. Скоро начнутся дожди, 2-й и 1-й этаж школы затопят. Родители очень обеспокоены. Если сейчас не принять меры, то ущерб будет значительно выше, заявляют местные жители. Ответственное за оперативный ремонт Министерство образования и науки Ингушетии отмалчивается.